Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Судьба хотела бы вас предупредить, что скоро случится. Если не боитесь, если готовы, пожалуйста, посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. О чем меня хочет предупредить судьба? Что скоро случится? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, о чем судьба хотела бы вас предупредить, что совсем скоро случится. Так, тут три обстоятельства. Три обстоятельства, которые вас ждут. Одно обстоятельство сейчас в процессе. Вы сейчас находитесь в каком-то, не знаю, затруднении, в каких-то делах, которые вот прямо от вас требуют стопроцентной отдачи. Возможно, у вас сейчас не самый лучший период в жизни, и вам нелегко. Возможно, вы нуждаетесь в помощи, в подсказках, в советах, может даже в материальной помощи. То есть я вижу, что ситуация сложная, ситуация достаточно острая и ощущение какого-то одиночества. Вот, как будто бы никого рядом нет, кто может поддержать, подсказать. И даже если вы, например, замужем, у вас есть дети, взрослые дети, все равно вы вот в какой-то позиции одиночки. Сейчас сложно. Но это, понимаете, как это временная ситуация. На самом деле вы не одинокий человек. Во-первых, с вами всегда ваш ангел-хранитель. Вот он, смотрите, какой красивый, с какими огромными крыльями. Во-вторых, за спиной есть еще несколько людей, которые готовы по первому вашему зову прийти, помочь, все для вас сделать. Почему вы не приглашаете тех, кто готов вам помочь? Знаете, как будто бы вы смотрите не на тех людей, не от тех людей вы ждете, не от тех людей вы просите. То есть тот момент именно такой, что вы должны понять, четко для себя определить, кто есть кто вам помогает, а кто, скажем так, мимо проходит. Это очень важно для вашего будущего, для того, чтобы у вас в жизни все сложилось хорошо. Я вижу так, что ситуация через 2 периода времени у вас пойдет на улучшение. 2 периода — это 2 недели, 2 месяца. То есть постепенное улучшение у вас пойдет по этим делам. И вам обязательно нужно знать, что есть 2 человека, которые готовы вам в этом деле помочь. Обязательно. И если вы даже не попросите, просто намекнете, что вам нужна помощь, эти люди будут тут как тут и будут пытаться для вас что-то делать. Понимаете? Главное, чтобы вы вышли вот именно с того образа, образ скромницы, образ мученицы. Но это ни к чему, понимаете? Просто ни к чему. Почему вот так сложились обстоятельства? Потому что вы по жизни привыкли вот идти одиночкой, привыкли сами все решать, все на себе тащить. И вот высшие силы пытаются выбить эту дурь из вас, извините за выражение, но вот так идет, что вот уже и так вам показывали, и так вам подсказывали, и все равно никак вы не понимаете. Поэтому вот сложилась такая ситуация. У вас, возможно, какие-то долги, может быть, какие-то вот именно, не знаю, ограничения, либо финансовая нехватка, но то ли что-то вы должны выплачивать, может даже за кого-то что-то вы должны делать. То есть сложно, сейчас вот реально сложно, как-то свалилось на вас. Даже может по большей части это не ваши проблемы, чужие, но почему-то вы за них отвечаете. И вы как дальше, знаете, и в эту лямку как впряглись, так и тянете. Хотя, еще раз говорю, есть 2 человека, которые готовы по первому вашему зову, намеку даже, прийти и вам помочь. Так, есть еще 2 человека, они как вальтом идут в перевернутом положении. Это может быть кто-то из ваших близких, родственников, знакомых. Эти 2 человека, они, скажем так,
слишком сильно на вас подсели, в плане того, что, ну, как зависимость от вас идет, да, эти люди могут либо за ваш счет жить, либо от вас все время что-то получать, требовать, ждать, надеяться. То есть какой-то абьюз прямо идет. Ну, специально ли они это делают, случайно ли, я не могу сказать. Я вижу, что они на вас подсели. Подсели и с вас тянут вашу жизненную энергетику. Тут обязательно нужно это блокировать, как хотите, потому что вас могут просто выпить, до дна выпить. И вы начнете себя чувствовать плохо. И сейчас даже вот кто смотрит мое гадание, вы иногда чувствуете какие-то блуждающие боли могут проходить, какое-то состояние нестояния, когда, ну, вроде как бы хорошо поспала, и все равно вот не хватает сил, да, энергии не хватает, то есть как вот никак зарядиться аккумулятор ваш не может, потому что вот двое из вас тянут, причем тянут уже самым наглым образом. Нужно купировать это все, да, блокировать, чтобы вас не выпивали до конца. Как вам это делать? Ну, во-первых, сами понимаете, да, как с нас тянут энергию, когда нам жалко, либо когда мы раздражаемся. Вот убирайте эти две ситуации. Никого не жалейте и не раздражайтесь. Особенно, ну, это какие-то близкие люди, которые рядом с вами находятся, они с вас подпитываются. Понимаете, вот этот момент он происходит. Так, что еще? Еще у вас идет момент, о котором вас желает судьба предупредить, о том, что вы должны быть крайне предельно осторожны на ступеньках. Здесь именно идут ступеньки. Ступеньки какие-то, вот я не знаю, то ли это ступеньки дома, может быть, это ступеньки там в метро, где-то лестница, вот лестницы, ступеньки. Будьте предельно аккуратны и будьте прям на чеку. Бог с ним, с этими вирусами. Лучше потом лишний раз руки помоете, да, продезинфицируйте, но держитесь за поручни, потому что здесь момент такой, что вы можете, ну, вот как-то неожиданно, да, может нога подвернуться, понимаете. И также вот ваши родственники, я вижу тут пожилого человека, честно не скажу, мужчина либо женщина, но тоже предупредите, что вот ступеньки для вас идут как бы крайне опасными и крайне, ну, вот прям нежелательно, чтобы вы как ходили по этим ступенькам, да, вот ходить можно, а вот ступеньки будьте предельно аккуратны, чтобы вы там шли по ступенькам, держались за поручень, ни в коем случае там ни по телефону не разговаривали, ни на кого не отвлекались. Себе, да, на заметочку возьмите, и пожилому родственнику, кто с вами рядом находится, мама, папа, да, бабушка, вот передайте эти слова, чтобы на ступеньках предельно аккуратно. Носите с собой перчатки. Если вам нужно, одели перчаточку, раз поднялись, держались за поручень, выбросили потом эту перчатку, все нормально. Так, для вас не страшен вирус, для вас страшна вот именно момент, я не знаю, какого-то падения. Так что будьте аккуратны. Так, о чем еще желает вас предупредить судьба? У вашего любимого человека, с кем вы в паре, в браке, в отношениях, есть проблемы. Очень серьезные проблемы, либо уже начались, либо вот-вот начнутся. Он либо уже знает о том, что происходит, но как-то, знаете, он то ли он недооценивает весь масштаб, да, то ли он как-то еще не дошел до этого момента. Он слишком простой. Знаете, вот тут именно момент, когда он и сам себя обманывает, и люди, которые рядом с ним, тоже его обманывают. Поэтому, дорогие мои, вот кто знает за своим мужчиной такие слабости, ну, честно скажу, вам нужно тогда пожестче себя повести. И прям вплоть до того, что в какой-то диктаторской манере пытаться вытягивать его из этой проблемы. Потому что уж слишком он мягенький, уж слишком он добренький. И тут шкурный интерес третьих лиц, понимаете? Кому-то выгодно с ним вместе быть, с кем-то, кому-то выгодно с ним общаться. И где-то у него там, ну, подворовывать, обманывать его. Понимаете, он может дойти до такого предела, что ему придется вот, ну, не знаю, там, деньги кому-то отдавать, либо там штраф какой-то платить, либо еще что-то делать. То есть, может быть, там, вот с кем он работает, там, в паре, в бригаде, может, компаньон. Что-то вот человек там хитрит, мутит и пытается все свои косяки повесить на вашего. Понимаете, вот такое идет. То есть, там неприятности, они могут быть очень крупные. И все зависит от вас. Если вы
ну, скажем так, прижмете вашего мужчину, извините за слово, но тем не менее, да, чтобы он вам все рассказал, все почувствовал, вы сразу поймете, у вас сразу все, пазл сложится, где там что и как из этой ситуации нужно выходить. Мужчина идет в горизонте, ему нужна будет помощь. Он, ну, как знаете, вот у него тело большое, а голова совсем маленькая, да, то есть не разбирается в людях, слишком, может, он какой-то добрый. Может, он у вас как бы под допингом периодически находится, и ему сложно оценить, хороший человек либо плохой человек. Так, еще момент. Тут момент идет каких-то бурных, страстных отношений. У вас случится с кем-то страсть, либо она намечается, либо она произойдет. Я хочу вас предупредить, да, и судьба тоже говорит, что не нужно отказываться от этих безумств, от этих наслаждений. Девочки, ничего страшного в этом нет, и никто вас там гуляющий какой-нибудь не посчитает. Наслаждайтесь жизнью. Цените то, что к вам идет, да, цените то, что вам дают. Даже если вы понимаете, что это случайная связь там, буквально на день, на два, все равно идите, вы получите удовольствие, вы вдохнете какой-то новый прям глоток воздуха получите, и у вас... Ну, это как для здоровья, да, идет на улучшение здоровья. Девочки, у кого-то прям страстные отношения, прям знаете, как-то неожиданно на ровном месте идут. Не бойтесь, не бойтесь, это нормально. Это вот так задумано, скажем так, да. Так, человек, кстати, огненного знака зодиака к вам идет. Прям такой, знаете, ох, гореть будет. Вы, кстати, тоже, если вы, смотрите, либо человек огненный, либо вы огненная. То есть тут зажжете так, что все звезды потухнут разом. Так, а еще... Смотрите, а здесь у кого треугольники, у кого какие геометрические фигуры, здесь придется побороться за свое, за то, что вам дорого, за то, что ваше. Придется именно в прямом смысле мечом помахать и побороться. Почему? Потому что ну, какой-то судный день наступит, да, когда все точки должны будут поставлены быть. Здесь главное не испугаться, и главное для себя четко определить, чего хочу, с кем хочу быть. Да, главное не ошибитесь, потому что, ну, если у вас, например, четырехугольник, да, такое тоже бывает, то вы можете неправильно оценивать своего супруга. И как, знаете, говорят, не все то золото, что блестит, да. Вот дается вам время сейчас, дается вам время, чтобы вы хорошенечко посмотрели и подумали. Вам, кстати, вот того другого мужчину покажут, ну, в другом свете, да, вот в его истинном свете. Вот. И даже если, например, ваш муж вдруг там где-то гульнул, то тоже не спешите как-то его выгонять, потому что что-то может произойти, да, что-то вот вам придет, открытие, истина о вашем супруге. Ну, честно, я не вижу, чтобы тут мужчина, конечно, погулял, хотя кто его знает, все может быть. Треугольник здесь вышел. Так, какое еще предупреждение посылает вам судьба? Здесь предупреждение о справедливости идет. Смотрите, справедливость прям в центре вышла. И я скажу так, что полетят головы у ваших врагов. Здесь бумеранг, коса. Узнаете, что где-то кому-то прилетело из ваших врагов, недоброжелателей. А здесь очень важно для вас не винить себя, потому что кто-то, может, там желал до этого, да, сам потом переживал, что нажелала. Нет, это именно судьба решает этот вопрос. Вам, если будете жалеть этого человека, ну, как на себя возьмете часть, да, лучше, если человеку прилетело, значит, так и должно быть. Здесь очень важно именно отнестись к ситуации именно справедливо. Не по милосердию, а по справедливости. Понимаете, у вас вот опять же таки в жизни очень много неприятностей, потому что вы упускаете момент справедливости и почему-то идете в милосердие всегда. Милосердие — это прекрасно, но милосердие, оно вредоносно для вас. Вы и так слишком добрая. Если вы себя будете вот так тратить на всех и на вся, но вас не хватит. Понимаете, вот реально не хватит. Подумайте о себе, подумайте о своей жизни. Так, еще из предупреждений. Здесь люди, правильно оценивайте людей, которые вокруг вас. Есть несколько людей, которые, ну, действительно, они хорошие друзья, ответственные, порядочные люди. Но большинство людей почему-то вот, ну, так сложились обстоятельства, что вы вот где-то выбываете, либо посещаете. Там люди недоброжелательные, там люди такие, знаете, какого-то мерзкого помола. Они в лицо могут улыбаться, да, а за
спиной дули вам крутить, понимаете? Вот какой-то гнилой коллективчик, я бы даже сказала. То ли, ну, это какая-то временная ситуация, вас куда-то вот... не знаю, куда-то вы попадете, да, где люди будут не очень. Пожалуйста, вот не рассказывайте ничего о себе, ни о своих планах, ни о каких-то своих мечтах, надеждах, планах. Потому что всю эту информацию, прям до последнего слова, могут использовать каким-то странным, хитрым, вывернутым образом против вас. Поэтому лучше помолчите. Помолчите, и если хотите поговорить, поговорите со своими близкими друзьями, да, дома с родственниками поговорите, но не на паблике. Так, ну и последнее, что я хочу вам сказать, это дом, ваш дом. Здесь в доме, ну, два человека за руку держатся, да, и решают какой-то важный вопрос, да. То есть какое-то неожиданное извещение вы получите, оно не будет со знаком минус, скорее всего будет восклицательный знак и вопрос, какое-то странное и удивительное. И вы вот будете вдвоем с кем-то, либо с вашим мужем, любимым человеком, либо там с мамой, с ребенком, вот с кем вы живете, вы будете с кем-то обсуждать и решать этот вопрос. Когда вы будете это все делать, главное, помните о себе, о своей выгоде, о том, что для вас хорошо, не для кого-то, чего-то, а именно для вас. И не бойтесь о себе заявить. Я, если честно, не очень хорошо понимаю, с чем связано это предсказание, но тем не менее идет именно так. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.